Доброго дня, уважаемые подписчики! Снова с вами Иванов Юлиан. Я хочу немного сегодня рассказать про это ружье марки Крихов. Друзья. Марка К-80. Сам я тоже 80-го года. Этому ружью, как и мне, 42 года получается. И модель называется К-80. Почему я решил на нем остановиться? Потому что сегодня это ружье набирает очень большие обороты продаж. Это ружье стало очень модным, несмотря на его недоступность, колоссальную стоимость. И это ружье сегодня является актуальным для россиян и во всем мире. Оно является, я могу сказать, заявить смело, номером один в стендовой стрельбе, в спортинге особенно. Сегодня в России из этого ружья стреляют мастера спорта, чемпионы Европы, мира. И обыватели, любители, которые смотрят на чемпионов, они хотят тоже владеть этим ружьем, чтобы можно было достигать больших результатов. Но на самом деле я хотел сказать, ребята, что результатов можно достигнуть не только таким дорогим ружьем, но тем не менее оно мне тоже попалось. Я его взял, правда, с рук. В свое время его взяли около 600 тысяч, это ружье. И я обменял свою операцию, доплатил и взял это ружье после того, как я стал мастером спорта. Почему я остановился на этом ружье? Потому что, во-первых, я смотрел на спортсменов, которые побеждают на больших турнирах. И взяв его, испытав его на практике, я понял, что зачем мне такая дорогая покупка. Сегодня это ружье с учетом санкций, доллара, всему тому, ребята, можете не пугаться, доходит до миллиона. Ну, за 1 200 000 можно взять хорошее среднее ружье, такое, да, бэушное. А новое можно взять, скажем, за 1 600 000, 800 000, вот так вот такие цены. До 2,5 миллиона доходит, если там гравировка какая-то есть. Вот, и я хочу возвратиться к тому моменту, почему я его взял. Единственная моя ключевая была кнопка в сторону принятия решения завладеть таким красивым, хорошим, практичным ружьем, из которого стреляют только чемпионы. Это убрать внимание. То есть, чтобы когда я стрелял, допустим, когда я стрелял, был такой таракан, чтобы у меня не было ничего там, допустим, все, это топ. Это ружье топ, приклад у меня топ, время пройдено, много пробега у меня, мышечная память у меня привыкнута к этому. И чтобы я не стремился к какому-то там, например, с какого-то там, скажем, я не знаю, там с какого-то МР 27-го там до какого-то ружья. Поэтому, друзья, это ружье сегодня является очень значимым. Если есть возможность, и вы занимаетесь спортивно, стендовой стрельбой, профессионально, и у вас большие цели, результаты, есть возможности, вот это ружье является топовым. Что касается про характеристик про это ружье, что касается про характеристики этого ружья, друзья, это чтобы, вот смотрите, вот у него такой вот вентилируемые такие стволы, чтобы он легко остывал. Вот. Люди тюнингуют по-разному. Ставят такие чоки, это называется Мюллер чоки, такие длинные чоки, около 4 сантиметров длиной. Вот, специально, которые идут на Крихов К-80. Такое дорогое фешенебельное дерево из дорогого ореха в комплекте с регулируемым гребнем. Такая вот лодочка, цевье такое лодочка, насечка. Что могу сказать насчет баланса? Баланс у него просто великолепный, вместе с прикладом и со стволами. Вот, и самое главное, что могу сказать, что это ружье, оно, конечно, ломается, если много раз с него стрелять, но оно выдерживает очень большие пробеги, друзья. Может стрелять и 1 000 000, может быть, я преувеличил, но не меньше. Поэтому, друзья, такая вот была маленькая выжимка про это ружье. Давайте я вам покажу. Вот так вот. Вот такой вот красотуля. Это такой своеобразный рок-н-ролл у тех, кто прямо любит вот эту марку К-80. К-80. Немного такого рекламного постера вам
студию. И сейчас я его на руке держу. Она просто великолепная. Нигде ничего не дребезжит. Все очень статично, очень монолитно. Ну и при захлапывании, в основном захлапывается крихово вот так вот, ребята. Вот так. То есть тут не надо придерживать вот так вот. Что-то вот так вот делать, отодвигать запорный механизм. В основном вот так вот. Хопс, вот так вот. И он уже стоит. Вот я сейчас скидываюсь. Глаза у меня находятся над планкой. Очень четко и просто великолепный бой. Ну ладно, всего доброго, друзья. До скорой встречи. Увидимся в эфире.